Вместо картин в зал манежа непривычно заносят песок в мешках. Так сегодня в выставочном зале готовят декорации к азербайджанской премьере. В главных ролях ковровые полотна. На языке орнаментов они рассказывают о мире тайных смыслов. В результате получился вот такой пастельный какой-то колорит. Этим колоритом словно режиссер управляет Чингиз Бабаев. Азербайджанский мастер в 90-е годы начал создавать картины из фруктов. Среди работ были карты России и Азербайджана. А 8 лет назад Чингиз создал авторскую драматургию ковра. Может быть, влюбился там в дерево, не знаю, в небо или в женщину. И потом уже возникает вопрос, как? Дальше ее ждет, ага, так, и поехало. Руками делаешь эскиз, потом я на компьютере в основном собираю, потому что так быстрее получается их тиражировать, вот эти модули. На разработку одного эскиза будущего шедевра иногда уходят годы. Затем жизнь в орнамент вдыхают мастерицы. Искусство азербайджанского ковроткачества – это настоящий символ Азербайджана. Древнее ремесло внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО. В Азербайджане нет такого места, где бы не ткали ковер. И каждый регион славится своими композиционными решениями. У нас представлены и губаширванский тип, и генджаказахский, и карабахский ковры. Мы хотели показать именно по композициям связь с коврами современного художника. Буквально одна перегородка разделяет прошлое от настоящего здесь. В этой небольшой комнате развернется главная мизансцена постановки азербайджанского автора. По задумке Чингиза Бабаева все традиционные узоры, словно песок, осыпаются с полотна на пол, оставляя здесь только чистый лист, на котором современники напишут свою историю. Выставка «Искусство ковра. Эволюция смыслов» распахнет двери в манеже уже в этот четверг. Гостей ждут авторские экскурсии из Азербайджанского национального музея ковра и мастер-классы. Наталья Мизина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.